Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что с ним творится из-за вас? Посмотрим, как вы влияете на этого мужчину, да и вообще на его чувства, на его отношения. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что с ним творится? Он меняется. Он меняется, причем меняется медленно, но уверенно. Смотрите, здесь этот кусочек говорит о его прошлом, о том, каким он был. Горячий, в себя влюбленный, независимый, знаете, такой вижу цель, не вижу препятствий, либо мне море по колено, я самый крутой, я самый там, не знаю, яркий, жаркий, бриллиантовый. Человек, который играл женщинами, женскими сердцами, знаете, как жонглировал. Он привык быть в центре женского внимания. То ли он у вас красавчик, то ли у него там харизма впереди планеты всей, ну, то ли, в принципе, да, человек такой умеющий общаться с женщинами, либо заморочить женщине голову. Много женщин у него в прошлом вижу. Много. И вот он играл их сердцами, влюблял в себя, пользовался ими, а потом, ну вот как списывал, выбрасывал. Много женских сердец разбил. И очень много женщин, которые им недовольны, либо злы на него, до сих пор злы. Ну, либо до сих пор любят. Так тоже может быть. Человек, охотник. И для него каждая новая женщина — это как вызов, как челлендж. Да, как самоутверждался за счет того, что влюблял в себя женщин. Его всегда интересовала только интимная близость. И всегда он стремительно бежал от каких-то серьезных отношений. Хотя у кого-то отыграется, что мужчина ранее был в браке. Но там брак, скорее всего, как по залету был. Женщина либо забеременела, либо и забеременела и родила. Вот что-то в таком ключе, как, знаете, поймали птичку, но ненадолго. Здесь мужчина своей свободой дорожил очень сильно, но опять же гордился своими победами в любви. Не понимал он, что такое любовь, либо не понимал, что такое семейные ценности. Может быть, у него семья там не очень благополучная была, либо в семье было так заведено, да, что каждый сам за себя. Может быть, кто-то на него повлиял в свое время. У него, знаете, какая самая большая, главная ценность в жизни? Это деньги. Была, давайте уточнять. Вот с деньгами я крутой, без денег не хочу. И вот он прям стремился, чтобы зарабатывать, как можно больше зарабатывать. Когда он встретил вас, когда он познакомился с вами, вы для него были как будто бы очередная, извините, что так говорю, как бы так показывают. Да, симпатичная, да, очень желанная, да, интересная. И вот он бросил все свои силы на то, чтобы вас добиться. Потом что-то с ним начало происходить. Прям начал о вас думать, начал по вам скучать, начал как-то о вас заботиться. И его это реально напугало. Он такой: что происходит? Почему я к ней так привязываюсь? И у кого-то так отыграется, что он даже в паузы уходил, он пропадал, он, знаете, как, может, не отвечал на ваши звонки, на ваши сообщения, как будто бы игнорил вас. Ему, кстати, в эти моменты было очень больно.
Да, у него прям ломка начиналась, потому что хотелось вас и увидеть, и поговорить с вами. И даже, возможно, он как-то из-под-тишка за вами наблюдал, так что вы прям там особо не видели. Значит, хотел он от вас отстраниться, но не получилось. Чем больше он от вас отстранялся, либо чем холоднее он вел себя по отношению к вам, тем больше и сильнее он в вас влюблялся. Он боролся с этой любовью, он ее отрицал, он ее отвергал, он бежал от этой любви. Но от любви, к сожалению, либо к радости не убежишь. И теперь он четко понимает. Он меняется, девочки, он меняется. В нем все меняется. И характер у него начал меняться. И мысли, и настроение, и отношение к семейным ценностям, к любви. И даже к вам. Все начинает меняться. Сейчас он в процессе перемен, я бы даже сказала, ближе к кульминации находится. И вот чем ближе он к окончанию этой трансформации, тем сложнее ему все это дается. Тем сложнее. Вы его откровенно не понимаете. Вы не понимаете его поступка, вы не понимаете его поведения. Вас это, кстати, раздражает. Ну вот скажи честно, да, люблю, не люблю, там, хочу, не хочу, буду, не буду. Но вот в такие игры вы как не привыкли играть, либо в принципе это вам противно. Но игра игрой, для него это, кстати, уже часть его жизни. Вы, кстати, на него очень положительно влияете. Влияет ваша доброта, ваша нежность. Влияет какой-то даже ваш особый подход, либо восприятие жизни. До встречи с вами он не знал, что так можно, либо что так правильно. Он очень многому у вас научился. Очень многому. И за это он вам очень сильно благодарен. Очень многое он не может вам сказать, ну, потому что еще не готов, не созрел, не дошел до кондиции, чтобы вам это все говорить. Но у вас еще все впереди с этим мужчиной. Все впереди. То есть у него последние как линьки, трансформации, метаморфозы, и он будет готов. Готов для того, чтобы вам предложить не только руку и сердце, но и всего себя, либо с вами всю свою жизнь без остатка разделить. Смотрите, с одной стороны, он боится, что вы его не дождетесь, поэтому, скорее всего, за вами наблюдает, может быть, даже каких-то мужиков от вас отгоняет. А с другой стороны, его пугает то, что он, ну, скажем так, вас не совсем достоин, либо не совсем может дать вам то, к чему вы стремитесь. Какой-то странный, конечно, он у вас, странный. Но самое главное, что любовь в его сердце, она все больше и больше с каждым днем укрепляется и как расцветает, да, как прекрасный цветок, который расцветает. Вас он сейчас видит как невероятно прекрасную, невероятно независимую, самостоятельную женщину, которой нужно обязательно соответствовать. Либо действительно вот какой-то уровень занять в жизни для того, чтобы вы согласились быть с ним рядом. То есть я должен ей доказать, что я ее достоин. Но вот вижу я его с букетом у вашего порога, у ваших ног. Мужчина еще себя проявит, мужчина еще себя покажет. Девчонки, не форсируйте события, оставьте все как есть. Он должен дозреть, либо должен дойти до кондиции. И только после этого он двинется, начнет двигаться в вашу сторону. Именно так, как вы этого хотите. Ну, с серьезными, да, серьезными предложениями, с конкретными поступками. Это чуть позже у вас будет происходить, чуть попозже. Вот. А если вы сейчас прям совсем одна, и рядом с вами никого нет, и никто к вам не подходит, знаете, что это его рук дело. Это он от вас мужиков отгоняет. Ну, чтобы вас никто не перехватил. То есть я не готов, но я ее для себя берегу. Такое есть. Странно, еще здесь показывают, что у вас на двоих какая-то миссия идет. Что-то вы еще вдвоем должны сделать. Ну, кто-то должен вдвоем ребенка родить. А кто-то, может быть, какой-то поступок совершить. Либо друг для друга, либо для каких-то других людей. Что-то вы еще должны сделать. Миссия. Одна миссия на двоих у вас идет.
Так что, мои хорошие, все еще будет, все еще у вас впереди. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.